Доброе утро всем тем, кто встречает утро вместе с нами в эфире главного национального канала передача «Новый день». С вами Максим Гоголев. Сегодня на календаре 13 августа. Что ж, давайте начнем с погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные Улусы в 6 часов утра плюс 13, плюс 15, днем плюс 14, плюс 20. Заречье плюс 12, плюс 14, днем плюс 16, плюс 20. Южные Улусы плюс 9, плюс 14, днем плюс 21, плюс 24. Вилюйские Улусы плюс 8, плюс 13, плюс 14, днем. Нижнеленские Улусы плюс 15, плюс 11, днем плюс 10, плюс 11. Западные Улусы плюс 12, плюс 14, днем плюс 7, плюс 23. Колыма и Индигирские Улусы плюс 6, плюс 11, днем плюс 6, плюс 14. Янские Улусы плюс 4, плюс 10, днем плюс 5, плюс 12. Северо-западные Улусы плюс 6, плюс 7, днем плюс 6, плюс 10. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 7 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 2 метра в секунду, днем ожидается плюс 17, плюс 19 градусов. Поведение родителей часто меняется после рождения ребенка. О том, правильно ли это, поговорим сегодня с психологом, врачом Валентиной Владимировной Алексеевой. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Ну что ж, родители часто меняют свое поведение, когда рождается ребенок, начинает немножко забывать о себе, да, какие-то привычные, какие-то телодвижения они уже перестают делать. Расскажите, правильно ли это и что с этим делать? Ну, есть такое, да, что вот у человека, чем больше появляется обязанностей, он увеличивает обычное количество дел, которые он делает в своей обыденной жизни. Первая реакция, которая у него происходит, как у всех людей, это отказаться от незначительных дел. Ну вот, наверное, вы все это, знаете, да, понимаете, это все. Каждый родитель, скорее всего, да, чувствует, да, на самом деле ты немножко забываешь о себе. Вот правильно ли? Ну да. Правильно ли это? И с точки зрения, например, да. С точки зрения, например, теории Пола Маклина о развитии мозга, о неокортексе, это очень даже хорошо объясняется, что происходит с человеком. Дело в том, что Пол Маклин разделил наши отделы мозга на 3 части. Первая, самая глубинная часть, это называется миндалина или подкорковые структуры. Это древний мозг, мозг млекопитающего, который отвечает за выживание. И, например, когда случаются какие-то серьезные события, угрожаемые человеку, он, к сожалению, может реагировать мгновенно, ну или к счастью. Да? Вот. Да. А потом вторая часть – это мозг млекопитающего, который отвечает за эмоции. Если мозг, рептилийный мозг, это, то есть это то, с чем мы очень схожи с животными, ему больше 100 миллионов лет. А мозг, эмоциональный мозг млекопитающего, это примерно где-то 50 миллионов лет. Да? И самое, то, что нас отделяет от животных, это неокортекс, это кора больших полушарий. Не так давно, значит, эта часть у нас развилась. Наверное, с тех пор, когда у нас все-таки появилась речь у человека, и это было не так давно. И когда, например, случаются такие события, как, например, рождение ребенка, я подозреваю, да, потому что не нашла прям таких ссылок на какие-то важные, достоверные исследования на эту тему. Но я подозреваю, что люди начинают отказываться от каких-то дел, которые им всегда нравились, по той простой причине, что с рождением ребенка встает большой вопрос выживания. И это происходит неосознанно. Это не то, что человек может очень даже хорошо жить, например, у него может хватать денег, и у него может быть хорошая социальная жизнь. Может жить и в безопасности. Да.
Да, но при этом очень так резко и ярко включается именно, я подозреваю, что включается эмоциональный мозг. Понятное дело, Мгм, что мы мгм, мгм, привязываемся мгм, к нашему мгм, ребенку, мы его очень любим. мгм, И включается именно древний мозг рептилийный, который говорит, что надо выживать, мгм. потому что у тебя маленький ребенок. Да. И каждый раз происходит так, что человек все больше и больше. Но знаете, вот когда один ребенок, это еще одна история. А когда у тебя больше, чем один ребенок, Да, например, 4. ну, например, да. Да, но понимаете, когда у тебя 4 ребенка, так происходит, что, например, такие действия, как, например, рисование мамы или папы, например, да, Мгм, или, например, ну, не знаю, а, возможность поваляться в траве, да, что-то мгм, такое, мгм, мгм. это будет восприниматься как какая-то ерунда. Ну что ж Ну, там, мать четверых детей будет в траве валяться, что за ужас, да? Ну, то есть и есть ощущение, что на ней лежит очень большая нагрузка, мгм. и, например, ей, ну, нужно там накормить, не Ну, знаю, конечно, одежду конечно, постирать, конечно. все там погладить и так далее. То есть очень много появляется каких-то дел, обязанностей, Мгм. да? Валентин, И скажите, вот получается, правильно что... ли Да. именно не реагировать на свои желания в этот момент? О, ну, в общем, смотрите, опять-таки очередная теория Эрика Берна об эго-состояниях. Согласно этой теории, у нас есть три эго-состояния. Это родитель, взрослый, дитя. Мгм, Из позиции родителя мы заботимся о своих детях, да, там заботливый родитель, критикующий родитель. Из позиции взрослого мы тоже продолжаем, у нас есть какие-то цели, задачи, мы их выполняем. мгм, мгм, Но энергия и, ну, вот, то есть пополнение внутренней батарейки мгм, нашей мгм, мгм. возможно только через взаимодействие со своим внутренним ребенком. Конечно. А, да, а человек это же одно большое хочу, Мгм. ну, согласно теории гештальтерапии, человек это одно большое хочу. И если, например, человек выполняет свои хочу вот из позиции именно внутреннего ребенка, свободного дитя, да, Мгм. то тогда есть все шансы внутреннюю батарейку пополнять. Ну, Да. реально. Потому что если мы находимся в позиции только родителя или только взрослого, у нас очень будет низкий уровень энергии. Мгм. А вот Да. скажите, А возможность побыть в свободном ребенке, она дает, ну, помогает человеку восполнить внутреннюю батарейку. ну все очень ясно тогда, да, предельно ясно. Если ты будешь восполнять требования своего внутреннего ребенка, у тебя будет больше энергии. Да, и Ну, мало того, что больше энергии, еще будет добрая, качественная, веселая жизнь, ту, да. которую ты очень, ну, которая тебе самому будет очень нравиться. И понимаете, это очень такая классная возможность показать своим детям, как можно жить и действительно быть довольным жизнью. Мгм. Потому что если, допустим, мама живет и, например, она не отказывается от своих желаний, мама или папа, да, а отказывается от своих желаний, постоянно ходит в напряжении и не выпускает своего свободного ребенка Мгм. погулять, во-первых, у этих родителей очень мало энергии, да, и это называется воронка истощения, и ощущение, что это засасывает еще сильнее, еще глубже человека. И получается, что у детей, которых мы воспитываем, наши дети, они, мы можем говорить все, что угодно, но они будут учиться только тому, что мы делаем. Ну, конечно, по примеру Да. родителей. Мгм. Валентина, Ну большое да. спасибо вам. Уже Слушай, все? это очень интересная, да, тема на самом деле. И то, что вы посоветовали, наверное, всем телезрителям аукнется. В любом случае, кто-то использует это. Что ж, театральный сезон открывает, да, скоро откроется, вовсю все готовится, реставрация идет всеразличных театров, но пока неизвестно в связи с эпидемиологической обстановкой, когда же это случится. Давайте посмотрим об этом сюжет. Жизнь в театре всего лишь один сезон, а сезон – это целая жизнь. Совсем скоро начнется новый театральный сезон 2020-2021. И это событие горячо ожидается всеми неравнодушными к искусству людьми. О том, как и когда намечается открытие сезона, нам расскажет Марина Владимировна Силина, заслуженная артистка России, заместитель министра культуры и духовного развития нашей республики. Театры выходят уже постепенно на работу. Пока у нас вышли на работу театр оперы и балета выходит, филармония, Мирнинский театр. Но к середине сентября все приступят к работе. Новый сезон начнем
в новых условиях, но все-таки очно. Этого ждут уже и наши зрители, и, конечно же, сами работники театров, артисты, они скучают и готовы работать. Пока мы начнем работать такими камерными составами и камерными постановками, потому что в рекомендациях Роспотребнадзора у нас ясно указано, что это должны быть не длительные постановки, с соблюдением всех норм для того, чтобы была соблюдена безопасность прежде всего зрителей и артистов. Министерство культуры имеет свой Инстаграм. Много ли спрашивает о новом сезоне? Хотят ли зрители скорейшего открытия? И насколько готовы наши любимые артисты? Зрители, конечно, хотят, но есть такое понятие, что после пандемии есть небольшой страх. Боятся, как это будет все, как это будет, не заразимся ли мы в театре. Есть еще такое понятие, как всегда мы выходим на работу, но дается время определенное для того, чтобы все артисты вошли в форму. Есть понятие творческой формы у всех, у драм-актеров, особенно у музыкантов. Время, которое будет дано нам, ну, так, думаю, примерно месяц, может быть, чуть меньше, да, это именно на то, чтобы музыканты пришли в форму творческую, подготовились, ну, естественно, отрепетировали то, чем они будут открываться. В некоторых театрах закончились ремонты. Саха-театр и театр коренных и малочисленных народов получили федеральное финансирование. Они провели капитальные ремонты. Остальные театры провели текущие косметические ремонты, подготовились к своим началу театральных сезонов. С нетерпением ждем открытия нового сезона. Пожелаем всем сотрудникам завораживающего мира театра благополучия и успехов в новом театральном сезоне. Телгебер, гараж, банник туттар бар. Кантан карчы болабын. Алмаз кредит сервис. Үк карчы боп рохыгар. Сөптек оруй. 5 миллионга тия потребительскай соемнар. Түрген табыгастак Алмаз кредит сервистен. Бага саналаргытын олокко киллерин. Что ж, продолжая тему театра, в этом году у нас есть прекрасная новость, что впервые в истории республики в Щукинское училище поступили наши студенты. И продолжая эту тему, мы хотели бы поговорить с Аллой Бузмаковой, актрисой драмтеатра, русского драмтеатра имени Александра Сергеевича Пушкина, отличника культуры нашей республики. Алла, доброе утро. Доброе утро. Как у вас дела? Отлично, погода радует. Угу. Скажите, где вы находитесь? Я сейчас нахожусь во Владивостоке, отдыхаю. Ну, отлично. Что ж, совсем скоро театральный сезон. Я думаю, что мы будем видеть вас уже со сцен театров. Да, я набираюсь сил, чтобы вернуться к зрителю бодрой. Отлично. Что ж, у нас тема «Поступившие в Щуку». Расскажите об этих студентах, которым удалось поступить. Ну, работа велась уже давно. Около 2 лет назад вообще родилась эта идея. Мы решили снова вернуться к целевому обучению. У нас уже были такие случаи, 2 выпуска филиала школы-студии МХАТ. И вот теперь мы нашли понимание в театральном институте имени Бориса Щукина с его ректором Евгением Князевым. И в ноябре прошлого года мы объявили о том, что поступившие ребята в театральную студию при нашем театре лучше будут рекомендованы к поступлению в театральный институт. Собственно, так и произошло. Мы ввели такой подробный отсев, кто нам подходит, кто интереснее, кто харизматичнее, кто ярче. И нашлись вот эти ребята. К сожалению, не полностью мы, конечно, охватили республику, потому что, ну, как вы все знаете, вмешались обстоятельства в виде пандемии. Но мы не отчаиваемся. Может быть, конечно, мы кого-то не увидели, не знаем каких-то самородков, но дальше будет вестись работа, и мы хотим увидеть всех нашей республики. И в ближайшие несколько лет мы, наверное, повторим наш подвиг. Ну, прям супер. Института Бориса Щукина. Есть надежда, значит. Скажите, сколько в этом году было конкурсантов? Около 50 было заявлений, кого мы отсеяли, просмотрели. И в итоге из республики прошло 4 человека. А вот скажите, бывает ли такое, что вы заранее знаете, каким ролям они подходят? Конечно, мы же видим перспективу этих ребят, что они могут у нас сыграть, вольются ли они в нашу труппу, кого нам не хватает. Конечно, конечно.
И чем же должен обладать талантливый актер, скажите? Вы знаете, помимо таланта, он, конечно, должен обладать еще и удачливостью. Это самое важное. И вот эти 4 ребят, конечно, поймали эту птицу удачи за хвост. Было сложно, но одновременно и легко, потому что многие туры проходили по видео. И, конечно, ушел тот вот нерв, который обычно присутствует при очных поступлениях. Но зато эти ребята проходили очень много туров. То есть они проходили у нас в театре, отсев достаточно мощный. Потом их просматривали там в «Щуке», допускали или не допускали к конкурсу. Потом был основной конкурс. Поэтому вот как-то им и легко, и сложно было. Да. Ну, «Щука» славится, допустим, Мироновым, Никитой Михалковым. И, скорее всего, да, наши. Мне сказали, что в случае, если ты поступил в Щукинское училище, ты уже трудоустроен. Правда ли это? Да, вот этот целевой курс, он уникален тем, что они потом вернутся и будут работать в составе нашей труппы, нашего театра. Им, конечно, в этом плане очень повезло, потому что тысячи студентов, выпускников, даже больших театральных вузов, ведущих, потом оказываются на распутье, куда им идти, будет ли у них работа, будет ли у них то любимое дело, к чему они стремились все эти годы. А нашим ребятам везет. Да. Технически, как это возможно? С помощью Министерства культуры нашей республики, да, скорее всего, или как? Да, конечно. Это были задействованы и Министерство культуры, и Министерство образования. Такой тройственный тандем дал возможность этим ребятам учиться в центре Москвы. Ну да, это просто замечательно. Скажите, вот после поступления, да, когда мы можем увидеть этих артистов? Вообще обучение 4 года, соответственно, через 4 года они вернутся к нам, и уже там в ближайшее время мы сможем лицезреть их на нашей сцене. Ну, то есть во время учебы у них нету такого, как стажировка? Скорее всего, нет, потому что вообще театральный институт подразумевает полное погружение, и мастера не очень любят, когда студенты отрываются от учебы. Ну да, это как огранка алмаза. Это расхолаживает, конечно, если только на старших курсах. Ясно. Алла, большое спасибо вам за подключение. Хорошего настроения, отлично отдохнуть и приготовиться к новому театральному сезону. Спасибо. Спасибо, до скорой встречи. До скорой встречи. Думали ли вы переехать в другую страну? Наверное, каждый, в голове хоть немножко додумал об этом вопросе. На этот вопрос, точнее, отвечали наши горожане. Давайте посмотрим. Нет. Почему? Ну, мне так и здесь хорошо. Что здесь вам нравится? Ну, все нравится. Тут дом родной, зарплату устраивает. Мне тут очень нравится, но мама говорит, чтобы я училась где-нибудь в Петербурге или где-то там. Или в Москве, да. Ага. Жить нет, а вот посетить за границу, да. Да, я тоже попутешествовал. То есть, получается, вы хотите именно жить здесь и ездить, да? И почему? Да. Ну, я все-таки патриот своей родины, и мне бы хотелось, чтобы наша страна развивалась. Не ехать куда-то за границу, как говорят, хорошо там, где нас нет. То есть там тоже свои проблемы. Хотелось бы, чтобы родина развивалась, а все остальное можно просто смотреть. Нет. Почему? В России хорошо. Ну, расскажите немножко поподробнее. Ну, что рассказать. В России я родился здесь, вырос. Все. Ну да. Например, в какой стране бы вы хотели жить? В Америке? Почему? Ну, не знаю, там инфраструктура, наверное, лучше. Больше возможностей. Например, каких? Ну, работы, наверное, больше, дома получше. Нет. И почему? Родину любить надо. Ну, город, по крайней мере, наш. Нет. Почему? Расскажите. Потому что у меня лучшая республика в мире. Ну, у меня работа хорошая, я езжу каждое лето по улусам, по регионам. Смотрю разные места, езжу чисто не на машине. Много чего вижу и менять смысла не имею. Нет. Нет, не хотели. Не хотели?
Ну, потому что мы Россию любим. Да. Ну, расскажите немножко поподробнее, почему. Вы, допустим... Меня устраивает то, что здесь происходит. Меня не все устраивает в разных странах по разным причинам за границей. И вообще даже мыслей в голове таких не было. Хотелось бы. Например, в какой стране? В Канаде. Почему? Климат похожий. Нет. Почему? Расскажи потом. Ну, не знаю. Скорее всего, патриот. Ну, люблю свою страну. Нравится здесь жить? Ну да, нравится. Ну, были, конечно, раньше мысли, ну, когда я был школьником, может быть, студентом, чтобы переехать. Но все равно, как бы, повзрослев, уже эти поменялись, приоритеты поменялись. То есть здесь семья, дети, друзья. То есть в другой стране я как бы буду чужим. А здесь хорошо? А здесь хорошо, да. Здесь все свои? Здесь свои, Ну что ж, мнения людей немножко разнятся, конечно, да? Ну, я лично считаю, что какое-то время можно же пожить для того, чтобы почувствовать в другой стране и потом уже переехать обратно к себе домой. Продолжая эту тему, у нас гость Слава Никитин. Он живет в Сингапуре. Он является разработчиком платформы для электронной коммерции корпоративного сегмента. Давайте поздороваемся со Славой. Привет. Здрасте. Всем привет. Как дела? Замечательно. Немного рановато, мы на час отстаем от Якутска. Ну что ж, Слава, когда ты переехал в Сингапур? Мы переехали в Сингапур года полтора назад. Второй год уже здесь. Как это происходило? При каких условиях? Ну, меня отправили по работе, на самом деле. То есть ничего там запланированного такого не было. Мне предложили поехать в Сингапур. Мы тогда жили в Корее, в Сеуле. Мы, в общем, согласились и поехали. Ничего сложного не было. Все оформление визы и так далее компания взяла на себя. Вот. И таким вот чудесным образом мы перебрались в Сингапур, где постоянное лето, круглый год. Расскажи немножко о Сингапуре. Какая же это страна? Это же страна-город, да, можно сказать? Такая маленькая территория. Да, действительно, это очень маленькая страна. Это остров, получается, самая южная часть Малайзии. Здесь круглый год лето, постоянная жара. Немного она утомляет, конечно, но люди живут, но я бы не сказал, что это то место, где мы хотим с семьей жить постоянно, на постоянной основе. Очень дорого здесь, прекрасные люди. Здесь в основном живут китайцы и индусы, то есть микс такой разной популяции людей. Очень много экспатов. То есть это такой финансовый центр, финансовый хаб Юго-Восточной Азии. Расскажи последние полгода своей жизни, как оно протекало? Ну, последние полгода жизни на самом деле были, наверное, самым печальным опытом моей жизни, поскольку в связи с пандемией я уже полгода живу в разлуке с семьей. У меня 2-летний сын, жена прекрасная, которые, к сожалению, застряли в России, в городе Якутск. А я, в свою очередь, поехал навестить свою двоюродную сестру, которая проживает во Вьетнаме. Думал, что проведу там месяц, и в итоге я там провел практически полгода. И буквально 2 недели назад я приехал обратно в Сингапур. И сейчас я нахожусь в карантине, самоизоляции. Сегодня последний день, и буквально через 6 часов я могу выбраться наконец из своей комнаты. Впервые за 14 дней. Ну, поздравляю. Вот, я тут был в заточении на последние 14 дней. Такой опыт, на самом деле, не очень хороший, но тоже своеобразный, я бы сказал. Не помешало ли тебе это в работе? То, что ты задержался на целых полгода во Вьетнаме? На самом деле нет, поскольку у меня работа в основном заключается
то есть она связана непосредственно с интернетом. Я бы хотел сделать небольшую поправочку. Я не разработчик, я больше на бизнес-стороне, то есть я работаю на разработчика. И удаленно работаю, то есть несмотря на то, что у нас есть небольшой офис в Сингапуре, я практически в нем не появляюсь, то есть я все это время работал из дома, из кафе. То же самое я делал во Вьетнаме, то есть там час разницы с Сингапуром. В основном наши все коллеги в Америке и в Европе, поэтому для меня практически ничего не поменялось, да, то есть просто сама страна физически поменялась, мое нахождение. Вот. Как ты сказал, ты до этого жил в Корее. Вот когда ты переехал из России в общем? Последний раз в России мы жили в 2016 году. С 2016 года, получается, ты уже живешь в ПМЖ за границей? Ну, практически с 2014-го. То есть мы на год приезжали обратно в Якутск, пожили там год и дальше поехали. Какая страна тебе больше понравилась за это время? Корея. Корея? Да, там замечательная погода, там есть 4 сезона. Зима, лето, осень, весна. То есть зима не очень холодная, лето прекрасное. И здесь единственное, скучаю в Сингапуре по сезонности. Тут нет никакой сезонности, к сожалению. По сезонности, получается, да? Ну, каждый день купаться можно, да? Я думаю, заниматься серфингом. Что там можно делать? Не совсем. То есть это не то место, где куда можно ехать за каким-то курортным отдыхом, да? То есть тут есть море, то есть остров окружен морем, но море не такое хорошее, как, скажем, в других курортных странах или городах. Тут портовый город и куча кораблей. Пляжи не оборудованы для того, чтобы люди могли спокойно там купаться. Ну, есть, естественно, пляжи, но я бы не сказал, что это лучшее место, где можно купаться и наслаждаться морем. Слава, у тебя очень много информации про другие страны, в частности и в Сингапур. Расскажи свой Инстаграм, чтобы люди, те, кто является неравнодушным к посещению других стран, узнали у тебя информацию. Ну, мой Инстаграм Слава Йосан. Я не знаю, как это написать. То есть... Хорошо, Слава, большое спасибо за подключение. Хорошего себе дня. Пожалуйста. Что ж, дорогие телезрители, у нас время совсем заканчивается. Желаю вам отличного дня.